Неделю празднования Дня Республики в Инте открыл первый в городе литературно-фольклорный фестиваль «Ловья-Кыв. Живое слово», который прошел 20 августа в сквере Центральной библиотеки. Вековой юбилей – значимое событие в жизни республики, объединяющее всех тех, кто горячо любит свою малую родину, уважает и бережет традиции. Программа праздника насыщена и разнообразна. Столетие региона будет отмечаться во всех городах, селах и деревнях Республики Коми. Главные торжества пройдут в столице Коми в Сыктывкаре 22 августа. В Инте торжества стартуют сегодня. Интинцев ожидают концертные программы с участием национально-культурных обществ и творческих коллективов города, работа игровой этнозоны, чума, разнообразные выставки, акции, площадки, велопробег и показ документальных фильмов в рамках фестиваля «Республика Коми в кадрах кинохроники». А сегодня мы приветствуем вас на первом литературно-фольклорном фестивале «Ловья-Кыв. Живое слово», посвященном столетию Республики Коми. Фестиваль направлен на сохранение духовных ценностей, коми-культуры и литературы, на поддержку талантливых людей. Идея проведения крупного именно литературного мероприятия витала в воздухе уже давно. И в 2021 году наконец-то переродилась в проект. А поскольку это был год столетия нашего региона, хотелось, чтобы мероприятие было посвящено именно Республике Коми, ее литературе, культуре, традициям. Так появился литературно-фольклорный фестиваль «Ловья-Кыв». Опыт проведения крупных мероприятий в Центральной библиотеке уже есть. Ночь искусств, Библия всегда проходит с размахом. Но это мероприятие, которое проходит именно в стенах библиотеки. А нам хотелось выйти за пределы стен, попробовать что-то новое. А для этого, помимо нашей инициативы, нам нужно было портативное звуковое оборудование, ноутбук. Очень хотелось шить хорошие национальные костюмы для наших ведущих. И мы вышли с этой идеей в рамках проекта «Народный бюджет». Министерство национальной политики поддержало нас. Также финансировала проект администрация города и неравнодушные граждане. Благодаря этому сегодня мы воплощаем нашу идею в жизнь. На нашей импровизированной сцене будут выступать городские коллективы. Центр национальных культур подготовил целую этнокультурную программу. Ну и мы же библиотека, конечно же, будут звучать стихотворения коми-авторов и интинских авторов. И будем надеяться, что эта идея жителям нашего города понравится, и проведение не только литературно-фольклорного фестиваля, но и других культурных событий на площадке библиотеки станет хорошей традицией. Открывая фестиваль, первое слово ведущие предоставили заместителю руководителя администрации округа Елене Моториной, которая поприветствовала жителей Инты сразу на двух языках – русском и коми. Дона Инта карса улышьяс. Кыклун мысти. Миандона мича коми мулы. Ты расщет его. Тазев ыджидлун. Имещия. Ведумиян коми му. Пырло остачем же мича. Пыр севмас. Илоас мианлы щелынумлы. Зев дона. А тиян карса улышьяс. Мещия. Крепот джон виджалу. И радейте ащины дмонытте. Коми монумес. Я от всей души поздравляю вас с наступающим юбилеем нашей родной республики. Передаю слова приветствия главы городского округа Инта, руководителя администрации Владимира Алексеевича Киселева. И желаю вам крепкого здоровья, удачи. Пусть в ваших семьях всегда царит только любовь. Республика Коми – неповторимый регион России, который славится своей самобытностью, национальным колоритом, уникальным культурно-историческим наследием, природными богатствами и гостеприимными жителями. Край, где в гармонии существует финно-угорская культура и таежная природа северного края. Земля, богатая талантами, наполненная певучими напевами, древними хороводами, уникальными традициями предков. Творческую часть фестиваля «Ловья-Кыв» открыл ансамбль «Ерпияночка» Дома культуры деревни Ерпияк, Центра национальных культур. Самое
Здравствуйте, дорогие наши гости! Вниманию интинцев артистки представили фольклорную картинку, посвященную коми национальным музыкальным инструментам. Девочки, а давайте каждый из нас, который инструмент в руки взял, расскажет о нем. У меня в руках называется музыкальный инструмент очень красиво – зильзёль. По легенде, женщины в старину вывешивали свои веретенца и разные приспособления на дощечку. И когда ветер дул, очень красиво они звучали. А вы заметили, что все инструменты из дерева и бересты, а вместо струн использовали конский волос? Хотите, я вам загадаю загадку про один из инструментов? Хотите загадку? В ней ягодки шуршат, ребятишек веселят. Это первая игрушка под названием погремушка, конечно. А кто скажет, как называется по коми? Да вы все знаете. В рамках выступления артисты рассказали о каждом музыкальном инструменте, показали, как он звучит и для чего его использовали в древности. Чарка, трещотка, по коми в ковзича. Раньше, когда лошади заходили на посевы, мужики выходили и трещали трещотками, отпугивая коней. Без музыки невозможно представить нашу жизнь. Радость и печали, повседневные хлопоты, история и предания – все находит отражение в народных песнях. Наш северный край морозный и суровый. Все мы любим его и гордимся тем, что здесь живем. О родной земле сложено много стихов и песен. Любовь и нежность звучат в них. Далеко тебя забросила, заманила жизнь тревожная. Но однажды ранней осенью вдруг случится невозможное. Понад пущами рассветными, над креницами холодными, малой птахой неприметною полетишь туда, где ждет тебя. И светлая, и грустная, певучая, былинная коми моя милая земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, неподвластное веку дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Воскресить эту землю под высокими зорями, с песней белого севера, с неба юга лазоревым, с тем, что в сердце прописано и вовек не стирается над седыми курилами. Новый день загорается. Света тебе и радости, мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе
музыканты, писатели и поэты Коми Республики прославляют свой край в песнях и в стихах. Имена интинских писателей и поэтов хорошо знакомы многим. Ирина Семенюк, Сергей Бобин, Людмила Новикова, Георгий Байчевский, Владимир Алексеев-Новгородский, Владимир Катюга. Встречи с авторами, литературные вечера библиотека проводится регулярно. Познакомиться с творчеством некоторых из интинских поэтов предложили зрителям организаторы фестиваля. Я люблю, когда вы улыбаетесь, поднимаясь в автобус всегда. Вместе с ним по ухабам качайтесь, пусть трясет, ну и что ж, не беда. Мы доедем, и это лишь главное, ведь добраться домой каждый раз. Живи долго на свете, инта моя, пусть огни твои вечно горят. Мы доедем, и это лишь главное, ведь добраться домой каждый раз. Живи долго на свете, инта моя, пусть огни твои вечно горят. Организаторы фестиваля разработали яркую, насыщенную праздничную программу, где каждый горожанин от мала до велика мог отдохнуть душой и телом и узнать для себя что-то новое. Библиотека, новаторы, они всегда придумывают новые какие-то проекты. И очень хорошо, что именно в год празднования столетия Республики Коми народный бюджет, вот этот литературно-фольклорный фестиваль «Лов'якив» выиграл, получил одобрение Министерства национальной политики Республики Коми. Ну и этот фестиваль, конечно, еще одна площадка, которая знакомит всех наших жителей города с культурой коми-народа. Очень довольна работой нашей библиотеки и тем материалом, который они берут в работу, и какое место они занимают в культурной жизни города. Вот сегодня они придумали грант, и на средства гранта организовали вот такой прекрасный фестиваль, который посвящен коми-языку «Лов'якив». Пока на импровизированной сцене артисты радовали благодарную публику яркими номерами, по обеим сторонам от нее развернулись творческие мастерские. В игровой зоне гостям праздника предлагалось собрать пазл, отгадывая загадки по мотивам коми-фольклора и коми-промысловый календарь. Дети проявляли очень большой интерес, причем у них получалось это достаточно быстро, намного быстрее, чем у взрослых, потому что все практически дома собирают такие пазлы. В ремесленной зоне проводились мастер-классы. Здесь ребятишки вместе со взрослыми могли познакомиться с искусством изготовления старинной игрушки-оберега под названием «Шур-шар» по-коми и «Шаркунок» по-старославянски. Такие детские берестяные игрушки представляли собой коробочку из 3 пар одинаковых пластин и имели форму куба. Внутрь клали горох, фасоль или камушки. Берем следующую скобочку. Смотрите, вот сюда вот заводим, чтобы эта скобочка обняла, и этой же скобочкой обнимаем стеночки. Видите? Так, снаружи. Да, обнять теперь надо снаружи. Вот. И сейчас я... Да-да, сложненько все. Да. Особое внимание детворы привлек мастер-класс по росписи ароматных пряников. Здесь мальчишки и девчонки могли дать своей фантазии разгуляться. Ребята вдумчиво подходили к выбору формы и цветов глазури своих изделий. А пока они создавали шедевры, организатор мастер-класса делилась с ними тонкостями процесса. Пряниками я начала заниматься лет 8 назад. Началось все с того, что мне подарили красивые пряники на Пасху. И я заинтересовалась этим, как, что и как это вообще, что за технология, и стала узнавать. Потом поехала по городам нашей России, Самара, Иваново. Там обучалась на мастер-классах. Роспись пряников по мокрому, по глазурью, королевская называется, глазурь айсинг. Вот. Сам раскрашиваешь ее, красители, естественно, пищевые. Можно на белке сделать глазурь, можно сделать уже готовую, развести водичкой, и будет готовая глазурь. На мастер-класс меня пригласили в библиотеку на библиосумерки первый раз. Пользовалась спросом. Дети с удовольствием рисуют. Вот так и стала сюда приходить на мастер-классы.
Здесь же рядом работала книжная ярмарка, где гости праздника могли познакомиться с новинками краеведческой литературы, посвященной нашему региону, а также выбрать себе книгу в подарок. Тут очень супер. Я сначала головоломку решал, куклы сейчас делаю. Тут очень весело. Мне все очень нравится. Сделала вот эту куклу-оберег сейчас. Так что это самое... Унесу домой с праздника. Это будет память о хорошем празднике. Самое главное, что еще и погода нам сегодня соответствует. В общем, все здорово. С праздником. Мне очень вообще все это интересно, потому что в Коми я живу уже давно. Вот. И вот эти вот народности, которые вот женщины приехали из деревни, вот, мне это очень интересно. Мне понравилось это все. Вообще, мне кажется, что это нужно почаще проводить, такие фестивали. Знаете, общность какая-то появляется. Помимо всего прочего, интинцев в импровизированном летнем кафе угощали ароматным иван-чаем с сушками и сладостями. Я угощала чаем. Библиотека пригласила меня продолжить традицию, которая уже много лет, угощать иван-чаем, который я собираю сама в лесах, полях вокруг Инты, ферментируем, и делаем ферментированный иван-чай. То есть это хороший напиток, он и витаминный, и тонизирующий, и улучшающий, повышающий иммунитет. Там много витамина С, то есть вообще сплошное благо. Многие в Инте собирают, я знаю, но угощались тоже с удовольствием. Я очень рада всегда угощать иван-чаем. И то, что произрастает здесь, очень хорошо людей питает и укрепляет. Еще я проводила мастер-класс. Мы делали куклу-берегинюшку, развивали мелкую моторику, настраивались на приятный лад, чтобы как можно больше блага и изобилия было в нашей жизни. Чтобы зрители не заскучали, их привлекали к участию в номерах, танцах и увлекательных викторинах. Сейчас я буду подходить к вам по одному. Вы будете вытаскивать слово и говорить мне перевод. Ур! Хороший! Молодец. Юр, болото. Правильно. Так, ну-ка поговорим с этим. Бурлун. Хороший день. Отличный денек. Молодец. Я когда-то давно себя спросила, что она для меня страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Миллионы нас, новый день начиная. Кто ты, врач, спасатель, учитель, строитель? Ты себя отдаешь, и ты знаешь, что она за тебя, что одна, что родная. Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. В рамках праздника многие узнали для себя много нового и интересного о празднике оленеводов Терепкер «Быстроногий олень», который проводится в Инте с 1997 года, о Коми, народном фольклоре и эпосе, сказках, легендах и их персонажах, известных писателях и поэтах региона.
Обрядовый танец «Сила рода» подготовили активисты школы «Радость движения». Сыра земля, земля, земелюшка, ради рождайся, ради рождайся. Матушка, сыра земля, земля, земелюшка, ради рождайся, ради рождайся. Силу рода принимаю, ярким солнышком сияю. Силу рода принимаю, ярким солнышком сияю. Участники считают, что невозможно человеку прожить без близости к деяниям своих предков. Счастлив, надежен и крепок человек, который знает и бережет свои корни, чтит и уважает историю своего народа. Да, аутентичность – это наша основа, это наше все, потому что если нет корней, вот сила рода, да, она идет из корней. Если у дерева обрубить корни, да, то дерево что сделает? Умрет. Поэтому народ умирает, как только он забывает, да, своих предков. А наши предки – это наши корни, поэтому помним о наших предках. Берем у них силу с благодарностью, реализуем через жизнь, да, то, что мы можем, и то, что в наших силах, и то, что мы хотим делать, любим делать, вот, и передаем своим потомкам, конечно. Любой народный музыкальный инструмент – это часть истории этноса. Варган – музыкальный инструмент народов Севера, довольно неоднозначный. Кто-то даже не слышал о нем, но тот, кто слышал, точно не остался равнодушным к этим завораживающим и мистическим звукам. Доподлинно известно у меня некоторые строчки такие, вот, не помню, кто автор, очень старая книга. Вот, и этот человек путешествовал, он упоминал в коми народностях подобие варгана. Вот. Из чего он был сделан, тоже неизвестно. Но а так вот это в русском наречии у нас называется варган, хамус, якутский камус, хамус вот, мауль-тромель, там порядка 500, наверное, названий по всему миру. Он распространен в том или ином положении, то есть костяной, там, то ли деревянный, латунный, вот, металлический. Вот. Но тем не менее, вот, в нашем наречии он идет как варган. На нем играют. Идея была давно уже как бы обладать этим инструментом, потому что, ну, слышал так или иначе, там посмотрел, там услышал. В интернете, благо, сейчас информации полно. Вот. Были приобретены варганы, но они в процессе в принципе, получились как понятие того, что они как сувенирные, но на них играть можно, конечно. Вот. И захотелось попробовать именно изготовить самому. В рамках фестиваля зрители смогли услышать варган. Исполнитель этой завораживающей музыки сам делает музыкальные инструменты, вкладывая в них чуточку своей души. Изготовление идет. Раньше я занимался именно напильничком, протачивал все это. Потом пришла идея именно выковки, так сказать, материала, то есть проковка, закаливание.
Многие интинцы отмечали, что таких мероприятий должно проводиться как можно больше. Сейчас необходимо популяризировать и возрождать позабытую коми национальную песенную культуру, обряды, традиции коми народа, знакомить подрастающее поколение с народными ремеслами и промыслами. Сегодня первый раз проводится такое мероприятие. Оно очень насыщенное, интересное. И, как говорится, первый блин не комом. Коллеги, сотрудники Центральной библиотеки постарались. Они привлекли лучшие силы города. На фестиваль приехал коллектив села деревня Ярпияк, ансамбль «Ярпияночка». Очень интересное мероприятие. Много звучит коми-языка и в поздравлениях, и в номерах, и в песнях. И слышу, что люди разговаривают на коми-языке. Поэтому это очень хорошо, что коми-язык развивается, что он применяется в нашей русскоязычной инте, что он есть. И это здорово. И это здорово, что библиотека объединяет вокруг себя все творческое население инты, всех интинцев, которые желают что-то больше узнать о нашей республике, о нашем крае. Я поздравляю, пользуясь случаем, всех интинцев с наступающим праздником, Днем Республики Коми. Желаю работникам, сотрудникам библиотеки творить и больше создавать таких прекрасных мероприятий. Я сама коми, и мы начинаем забывать коми-язык. Еду куда-нибудь в другие деревни, и там дети разговаривают по коми, думаю, господи, а мы уже стали забывать. У нас же тоже все по коми разговаривали раньше. А сейчас вот домой съезжу, все на русском разговаривают. Но между собой так еще кое-кто. И вот это вот все надо, ну просто надо. Показывают по телевизору, фильмы, там еще какие-то. Вот просто сижу и завидую, что люди веселятся, на своем родном языке разговаривают. Все какие-то вот, то вот там рыбаки, то охотники. А у нас тут, ну ничего такого нету, очень обидно. Фестиваль собрал на своей небольшой по площади территории огромное количество гостей. Очень правильно. Давно надо это делать, давно. Мы же вот ходим в Центр национальной культуры, у нас несколько обществ там, и действительно, мы с удовольствием, мы всегда и дружим с коми-ансамблем, и мы вместе выступаем всегда, и мы наоборот поддерживаем, вот стараются какие праздники, мы всегда участвуем все вместе. Как-то у нас настолько это все слажено, поэтому надо обязательно продвигать, чтобы дальше мы вместе всегда все были. Ведь это самое главное, сами знаете, в наше время. Поэтому здорово, когда мы все вместе. И вот такие праздники, они только соединяют нас всех. Это нужно нам, потому что, во-первых, мы в коме живем. Вот. И вот эту народность, про нее нельзя забывать, что она существует, вот, есть. Не знаю, мне кажется, что это просто интересно для общего обозрения. И для того, что действительно в этом вот коме народность, вот эта, она очень много лет здесь живет. И мы должны об этом вообще-то знать. Мое лично такое мнение. Вот. И потом ради собственного развития тоже. Не знаю, мне нравится, мне вообще коми нравится, мне нравится очень природа здесь, в инте вот именно. Я люблю на природе бывать, грибы собирать, ягоды. Здесь, по-моему, очень хорошо. А самое главное, люди добрые. Впечатления просто великолепные. Вы знаете, я посмотрела на коллектив, который присутствовал на этой площади библиотечной. В основном там ведь были мои ветераны, мои пенсионеры, мое взрослое население нашего города. Как не нам, взрослым, сегодня работать над тем, чтобы привлечь к этим праздникам, к этим мероприятиям наше молодое поколение. Потому что я работала в детском саду, и я знаю, что такое с детства приучать детей к коми-земле, к родному городу, к месту, ты где живешь. Первые слова по коми мы узнаем в детском саду, надо это закреплять в школе, закреплять в повседневной жизни и, конечно, в таких больших мероприятиях. Кое-что я для себя сегодня новое услышала, потому что про инструменты, про парня, который играл великолепно на инструменте, не знаю, как он называется, трудно говорить. Но сегодня
вот эти великолепные хороводы, которые прошли, вы знаете, задор у людей, задор, в глазах веселье. И плохо или хорошо, ну 3 слова, 4 слова по коме все проговаривали. Мария, моль, еще там какие-то слова, но они проговаривали и подпевали под звуки музыки. Поэтому я думаю, что наша библиотека начала очень значительно важное мероприятие для жизни нашей и нашего города, и нашей республики. Это первый блин получился не комом, получился неплохо, даже поставил бы я 5 с натяжечкой, но я думаю, что последующие получатся еще лучше. Желаю творческих успехов нашим работникам культуры, в частности библиотеки. Проведение фестиваля «Лов-Якыв. Живое слово» теперь станет еще одной доброй традицией нашего города. Мероприятие будет проводиться ежегодно накануне дня рождения Республики Коми.